Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Лина Знатулина. И вот о чем расскажем в выпуске. Казанский Кремль сегодня превратился в детско-подростковый городок. Здесь развернулся Ялкон-фест. Мне здесь очень нравится. Концерт будем смотреть. Подробнее о палитре праздника расскажет Сирина Васильева. В 4 районах погибли пчелы. Начальник управления прошу активизировать работу в группах мессенджеров и оперативно реагировать на подобные инциденты. Где не услышали призыва Минсельхоза, расскажем в нашем выпуске. Мелодии без границ. Каждый раз какое-то вдохновение, импровизация. Лучших мастеров страны на фестивале «Алексеевские перезвоны» услышал Рамиль Галиуллин. Сегодня первый день лета. В республике официально открылся купальный сезон, а также стартовала летняя оздоровительная кампания для детей. Целый ряд поручений, связанных с безопасностью ребят и взрослых в жаркий сезон, сегодня дал Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства. С начала года в Татарстане на воде погибли 11 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. Что в центре внимания и где будут патрули, расскажем в репортаже. Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Это добрый праздник, напоминает всем нам о том, какую ответственность мы несем за подрастающее поколение. Во всех районах и городах сегодня прошли мероприятия для детей. В лагерях стартовали летние смены. Все должно быть хорошо организовано, обеспечены все меры безопасности, подчеркнул Рустам Минниханов. Обращаюсь к руководителям районов, городов. Дети будут находиться в местах, и летних лагерях, и пришкольных. Значит, вопросы и безопасности, вопросы и качества питания, и содержательной части нашей программы, они должны соответствовать, тому уровню, который мы требуем. С началом лета актуальнее становится и безопасность на водоемах. С 1 июня официально открыт купальный сезон. Райс республики поручил главам городов и районов привести в нормативное состояние места отдыха на воде и обеспечить их повседневное содержание. Официально в республике 20 пляжей. Важно принять меры по недопущению несчастных случаев на неорганизованных пляжах, установить аншлаги о запрете купания, организовать необходимую разъяснительную работу среди граждан. Управление Роспотребнадзора проследует вести мониторинг на предмет соответствия гигиеническим требованиям популярных у жителей мест для купания. МЧС по республике Рустам Минниханов поручил усилить контроль за безопасностью как купающихся, так и отдыхающих на маломерных судах, а также организовать патрулирование объектов отдыха на воде. Лина Знатулина, Марат Хусаинов, ТНВ «Казань». Татарстанцев с Международным днем защиты детей Рустам Минниханов поздравил в своих соцсетях. «Пусть наши дети будут счастливыми», подписал ролик Райс республики. На видео ребята самых разных возрастов говорят, как они любят своих родителей и чему у них научились. Это его родители. Эпицентром праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, в Татарстане стал Казанский Кремль. Здесь прошел фестиваль «Ялкон-фест», приуроченный к столетию подросткового журнала «Ялкон». Квест-игры, дискотека, театр этномоды, мастер-классы по диджеингу и рэп-импровизации. В программе десятки развлечений. Встретить первый летний день в компании любимых исполнителей собрались дети со всех районов республики. К празднику присоединился Рустам Минниханов. Репортаж Сирины Васильевой. Еще никогда белокаменные стены Кремля не видели такого масштабного праздника детства. Под современные татарские песни на сцене зажигают подростки. С ними на одной волне и гости. Чтобы подчеркнуть культурный код, многие пришли в национальных украшениях, в тюбетейках и колфаках. Очень интересно приехать на такое событие, где такие же люди, как и мы, такая же молодежь активная и... В принципе, очень-очень хорошая атмосфера. Кремль словно одна большая детская площадка. Сегодня здесь интерактивные мастер-классы, художественная роспись аквагрима, глиняные игрушки, еще десятки игр и забав.
Для самых маленьких выступили уже ставшие популярными салаватики. Мне здесь очень нравится. Концерт будем смотреть. Все шикарно, нам очень нравится. Мы очень любим салаватиков и каждый день смотрим их по утрам. Фестиваль «Ялкын-фест» приурочили к столетию подросткового журнала «Ялкын». Под руководством Мусы Джалиля его начали выпускать в 1924 году в Москве. За вековую историю журнал претерпел множество изменений, но основной посыл неизменный. Это издание, созданное детьми для детей. Журнал ежемесячно выходит, но она тоже ценна тем, что он эксклюзивный продукт, который был создан именно детьми. Где-то 80% материалов в журнале они подготовлены юными журналистами. Это тоже классно, потому что темы актуальные, они сами предлагают эти темы, сами пишут, мы только корректируем. «Ялкын-фест» посетил Рустам Миниханов. Здесь его встретили и сопровождали дети. Показываю каждую площадку. Раис республики пообщался с ребятами, ознакомился с экспонатами выставки, успел поучаствовать и в народных забавах. Колечно-молечно, сколько часов до вечера? 1, 2, 3, 4. В присутственных местах Кремля Рустам Миниханов встретился с детскими творческими коллективами республики. Он отметил, журнал вносит огромный вклад в сохранение татарской культуры. Большое спасибо не только организаторам этого праздника, но и участникам. Очень активная молодежь. Мы искренне благодарим каждого из вас. Журнал «Ялкын» привносил и привносит очень много позитивного, чтобы сохранить нашу культуру, наши традиции. Праздник объединил более 5000 детей со всего Татарстана. Развлекательно-познавательный шатер раскинул здесь и Шаян ТВ. Малышей развлекали аниматоры. Дети рисовали и узнали много нового о профессии телевизионщиков. Для Шаян ТВ, для всего коллектива, для детей 1 июня – это своего рода профессиональный праздник, поэтому каждый год традиционно мы выходим на самые крупные площадки города и поздравляем детей. Все площадки, которые есть, они для детей, и важно, чтобы дети через деятельность знакомились и с Ялкыном, и с возможностями, которые для них открываются в нашей республике. Книжная ярмарка, этномаркет, студия подкастов, кулинарные мастер-классы и дискотека. «Ялкын-фест» запылал разнообразием интерактивных площадок. Альтернативной музыкой порадовали любимые артисты. Ирина Васильева, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Миниханов поздравил Кукмарский район с достижением 500 тонн надоя молока в сутки. Главу лично в Доме правительства, а животноводам направил правительственную телеграмму. Раис республики назвал этот показатель высоким трудовым достижением. Цифра стала рекордной не только в истории района, но и Татарстана. Рустам Миниханов подчеркнул, кукмарцы из года в год подают замечательный пример самоотверженной работы всем животноводам республики. Их непростой труд требует высочайшего профессионализма и заслуживает особых слов благодарности. Я считаю, что это огромное достижение, 500 тонн. Это на самом деле целенаправленная работа, кропотливый труд тружеников животноводческих комплексов района. Вот, и кормоцеха, и крупные животноводческие комплексы, ну и сильные руководители в Кукмарском районе. Искренне благодарим администрацию, руководителей. Лето только начинается, а в 4 районах Татарстана уже зафиксировали гибель пчел. Арск, Рыбная Слобода, Дрожжаное, Черемшан. Сегодня глава Минсельхоза Марат Забаров призвал начальников управлений при обработке полей учитывать интересы пчеловодов. Он потребовал активизировать работу через СМИ и в мессенджерах. Согласно федеральному закону, агрохозяйство обязано оповестить пасечников за 3 дня до внесения пестицидов. Обработка разрешена только вечером или в ночное время. В избежание инцидентов Минсельхоз уже провел во всех районах обучающие семинары и призывает придерживаться инструкций. Смертельная авария произошла сегодня рано утром на дороге Бугульма-Азнакаево. По предварительным данным, 27-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом «Фиат». Судя по фото, легковушка в результате удара загорелась, ее тушили пожарные. Водитель «Лады» погиб, его пассажир получил травмы. В
первый день лета подвели итоги санитарно-экологического двухмесячника. С начала апреля в республике прошли 4800 субботников. В уборке приняли участие почти 400 тысяч человек. На полигоны вывезено 350 тысяч кубометров отходов. Экологи получили от жителей около 3000 обращений, большинство из которых решены. К административной ответственности привлечены 1500 нарушителей. Их оштрафовали на 5 миллионов рублей. Как отметил министр экологии, в ряде районов затягивают сроки устранения замечаний. Только в 29 заявки решают своевременно. Еще раз напомню, мы должны оперативно отреагировать на жалобу в течение 10 дней. Срок вполне достаточный, и в 29 муниципальных районах заявки решаются своевременно. Но в 16 районах имеются нерешенные жалобы. На слайде список муниципалитетов с максимальным количеством незакрытых уведомлений. Обращаюсь к руководителям муниципальных образований. Вы сами знаете свои свалки долгожители. Мы неоднократно о них вам напоминали и, к сожалению, продолжаем напоминать. И сегодня Рустам Минниханов вручил награды победителям конкурса «Эко-весна». Это был 8-недельный марафон. На конкурс пришло 1200 заявок. Все это примеры уборки территорий. В номинации «Эко-семья» победила чета Ханановых из Сармановского района. Среди сельских районов победу одержал Высокогорский. Там, где райцентром является город, победа у Кукмарского. Среди городских округов лучшими стали Набережные Челны и Казань. Победителей по остальным номинациям конкурса «Эко-весна» традиционно озвучат на церемонии награждения, которая пройдет в середине июня. Это культура нашего поведения, отношения вот в нашей среде, где мы живем. Но это же наши леса, наши реки, озера. Июнь принес в нашу жизнь ряд нововведений. Так изменились правила расчета детских пособий. Некоторым проиндексировали пенсии. Автомобилисты за использование шин не по сезону могут получить штрафы. Обзор изменений подготовила Вероника Гайнудинова. С 1 июня при назначении детского пособия алименты, установленные судом, будут учитываться по фактически поступившим суммам. Если родители договорились о сумме алиментов и подписали соглашение, то будет использоваться сумма, указанная в документе, заверенном нотариусом. Еще одно нововведение касается детей. Со 2 июня изменится форма медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь. В документе необходимо указывать перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, операции, травмы, аллергические реакции, медицинскую группу для занятий физкультурой. Рассчитывать на прибавку к пенсии с 1 июня могут две категории граждан. Те, кому в июне исполнится 80 лет, и жители с первой группы инвалидности. В обоих случаях производится фиксированная выплата к имеющейся пенсии. Ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг усилят. Речь, например, идет об отключении света и тепла зимой или о подаче грязной воды. Увеличат сумму штрафов. Теперь должностные лица вместо 1000 заплатят 10 тысяч рублей, юрлица до 50 тысяч. При повторном нарушении ждет штраф до 100 тысяч. Инспекторы ГАИ начнут выписывать штрафы за использование шин не по сезону. Речь идет о передвижении на автомобиле с зимней резиной в летнее время. Соответствующее положение вступило в силу еще 1 сентября 2023 года. Но фактический запрет на использование зимних шин вступает именно с 1 июня. Вероника Гайнудинова, ТНВ, Казань. В Казани после капремонта открыли детский спортивный лагерь «Молодая гвардия». Он находится в лесопарке Лебяжье. Это подарок юным казанцам в День защиты детей. Поздравить их с праздником приехал Рустам Минниханов. Лагерь построен почти век назад. Это уже 5-й казанский лагерь, обновленный по комплексной программе Райса Республики. Как изменилась «Молодая гвардия», оценила Алена Струминская. Сегодня здесь двойной праздник. После 3 лет ремонта «Молодая гвардия» вновь распахнула свои двери для юных казанцев. Обновленный спортивный лагерь, который уже принял первую смену, оценил Рустам Минниханов. Райс Республики поинтересовался спортивными успехами ребят. Ему показали новый клуб, столовую, спальные корпуса, медицинский пункт, беседки и футбольное поле. Я посмотрел, и мое мнение такое, что этот лагерь, он ничем не уступает Артеку. Артек – это самый высокий уровень для отдыха детей. А здесь, кроме отдыха, еще очень много у вас увлечений, занятий. За десятилетия здесь 1000 детей отдыхало. Но такие условия, которые нам дарит Раис нашей республики Рустам Нургалиевич, нет. Радуйте нас, детки, своими спортивными успехами, своим здоровьем, хорошо отдохните.
первой смене 280 детей. Это лучшие воспитанники спортивных школ города. Юные футболисты, баскетболисты, конькобежцы, боксеры и борцы. Детский спортивный лагерь «Молодая гвардия». Его построили в лесопарке Лебяжье почти век назад. За это время здесь неоднократно проводили ремонт. Однако в этот раз лагерь не просто отремонтировали. Его практически пересобрали заново. Снесли все старые здания. На их месте возвели 10 современных корпусов с канализацией и водопроводом. 4 из них отапливаются. Теперь лагерь сможет работать круглогодично. Есть несколько спортивных площадок, футбольные и баскетбольные поля с разными покрытиями. Все корпуса обновили, площадки новые, комнаты тоже новые. На площадке хорошо играть. В столовую ходили, вкусно нам готовят. Футбол играем, я футболист. Очень нравится здесь. Классный лагерь. Дети на 18 дней заезжают в такие капитальные условия, где пятиразовое питание идеальное. И с удовольствием родители во многих детей сюда. Но вот сюда прямо идет такая конкуренция большая. За лето лагерь сможет принять 1400 детей. Будет 5 профильных смен. Алена Струминская, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Они еще школьники, но уже дадут фору профессиональным водителям. Традиционно в День защиты детей в Казани юные картингисты соревнуются на Кубок правительства республики. В крупнейший картинг-центр Татарстана приехали почти 200 юных гонщиков. Как маленькие машины покоряли большими скоростями, увидел Рамиль Шайдулин. Вы всегда первые были? Да. Многим нет и 12 лет, но за плечами уже победы районного и республиканского уровней. Рифкат Миниханов и Рустам Гарипов приветствуют юных картингистов. По традиции, в День защиты детей они садятся за штурвалы своих болидов. Участники, хотя и начинающие, но ездят вполне себе в профессиональных условиях. Здесь и 400 метров оборудованной трассы, и электронный хронометраж с самыми оперативными показателями, ну и, конечно, сами карты совсем не любительского уровня. Гонщиков разделили на 2 группы. До 12 и до 16 лет. Алине Юнусовой 12 за рулем год. Мечтает стать профессиональным гонщиком. Не знаю. Нравится на машинах кататься. Еще одна гонщица, 10-летняя Самира Мусина. Сегодня она на равных состязается с мальчиками. Да, тяжело, потому что очень сильно гонят, поэтому надо сильнее на газ нажимать. Чем выше скорость, тем сложнее входить в повороты. Трасса сложная даже по взрослым меркам. Но это не останавливает будущих чемпионов. Здесь они борются за Кубок Республики. Особое внимание хотелось бы отметить, что уделяется и правительством республики картинговому движению. И самое главное, это идейный вдохновитель и организатор картингового движения Рифкат Нургалевич Миниханов с нами здесь. Давайте ему похлопаем. И тем более у него сегодня день рождения. В ответ именинник Рифкат Миниханов вспомнил того, кто стоял у истоков татарстанского картинга. Картинг мы поддерживаем, мы работаем. Но я думаю, на любых соревнованиях, я всегда это открыто говорю, то, что сегодня вот мы на таком уровне все проводим, это, конечно, заслуга отца картинга, я скажу, Евгения Львовича Шафранова. Евгения Шафранова называют учителем, наставником и отцом гонщиков Татарстана. Картингу посвятил всю жизнь. Воспитал чемпионов России и Европы. Вручную собирал карты, проектировал гоночные трассы. При его участии построили и главный автодром республики Казань-Ринг. Евгений Шафранов ушел из жизни в 2021-м. Сегодня его дело продолжают ученики, внедряя в традиционные гонки уже фиджитал-концепцию. Пока одни состязаются на трассе, другие оттачивают навыки на симуляторе. Ну, драйв, там, адреналин. Ну, а здесь так чисто потренироваться. В это время к выезду готовится уже новый состав. Каждую машину тщательно подгоняют под каждого гонщика. Мне слишком маленький, я слишком большой просто. Обязательно шлем, обязательно перчатки, обязательно длинные рукава, чтобы нигде не висели, не торчали никакие шнурки ни на обуви, ни на одежде, ни на голове. За день по трассе не по одному разу проедут 190 участников. Самые быстрые получили свою первую награду. Шайдулин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. К другим новостям. Те, кто подпишет контракт в Татарстане до 31 июля, получат 700 тысяч рублей. С учетом мер поддержки городов, районов и предприятий сумма может достигать 1 000 000. Контрактником от республики могут стать в том числе жители других регионов и даже иностранцы. Как такую поддержку оценивают военнослужащие, в нашем репортаже.
Спокойствие на душе там – это самый главный фактор, я считаю. У 25-летнего Булата уже есть опыт службы по контракту. Был мотористом в Севастополе. Теперь решил стать оператором-беспилотника. Молодой человек по образованию IT-специалист. О льготах и поддержке семей военнослужащих наслышан. Говорит, идет служить, не беспокоясь за супругу и родителей. Я знаю, что действительно люди, которые участвуют там на территории боевых действий, вся их семья, независимо именно моя конкретно, мои родители, то есть все могут получить эту поддержку. То есть даже лечиться в военных госпиталях. Да, об этом я знаком. Ну, это актуально сейчас? Конечно. Я думаю, что это всегда актуально будет. Те, кто до 31 июля подпишет контракт в Татарстане, получат 700 тысяч рублей. 195 тысяч от Минобороны, 505 от Раисы Республики. С учетом мер поддержки городов, районов и предприятий сумма достигает 1 миллиона. Контрактником от республики может стать любой гражданин в возрасте от 18 до 64 лет, в том числе из других регионов. Иностранцам помогут получить ИНН и гражданство. Так, контракты в Нижнекамске подписали 6 мужчин из Узбекистана и Казахстана. Российское гражданство оформили им и семьям. Сюда же обратились жители Перми, Оренбурга, Волгограда и Ростова. Приехал прапорщик в МВД с Ростова, услышал, что мы здесь именно занимаемся с назначением на должностя, конкретно на какую-то воинскую должность. Мы сопровождаем именно конкретную воинскую часть, куда он хочет. Мы можем так делать. Также контрактников от республики обеспечивают всем необходимым. В комплекте от нательного белья и сапог до спальных мешков и аптечки. Всего 20 наименований. Форму закупают на республиканские средства. Такая мера поддержки предусмотрена только в Татарстане. Лина Знатульна, Вера Муратова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Лето в Казани началось с фестиваля русской культуры «Пушкин-фест». Его приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Мероприятия будут проходить всю предстоящую неделю. Сегодня на Черном озере развернулась ремесленная ярмарка и народные забавы. Дети плавали на яхтах и устроили гонки на радиоуправляемых утках. Участвовали в мастер-классах по вязанию морских узлов, арабскому письму, вязали пояса и браслеты по древнерусским традициям. Посмотрели кукольное представление. Завтра здесь пройдет поэтическая дуэль, танцевальные мастер-классы, выступит камерный оркестр. Фестиваль завершится 6 июня в День русского языка. Детей много было, людей было много. Мы лучше играем для детей, у нас спектакль для семейного показа, да, Петя? Для всех мы играем, да. Так что зрителей было много, я думаю, больше сотни. Сегодня приехали именно, чтобы посмотреть на него. Очень нравится ребенку, она с 2-3 лет ходит. Всегда это столько эмоций, это так весело, что-то новое. У нас есть станция «Морские узлы», вот как раз она сейчас проходит. Это прекрасная возможность научиться разным бытовым, в том числе узлам, не только яхтенным. У нас есть детская станция оригами. Мы сегодня будем уже под вечер учиться делать, мастерить бумажные кораблики. Алексеевский район сегодня стал центром притяжения лучших звонарей со всей страны, а также из Беларуси. Говорят, колокольный звон лечит душу и тело, а еще защищает от невзгод. Фестиваль «Алексеевские перезвоны» проводит 22-й год. Участниками стали 50 мастеров от мала до велика. Праздник зародился на рубеже столетий, когда в поселке начали строить храм. Так местный праздник превратился в визитную карточку района. Сегодня колокола звучат по всему Алексеевскому району и далеко за его пределами. Здесь собрались лучшие звонари со всей России и сотни гостей. Все для того, чтобы услышать легендарный звон. Ярославский звонарь Владимир Дегтярев на фестивале «Свой человек» в Алексеевское приезжает 8-й раз. Это очень важное дело, чтобы люди звонили в колокола, потому что сейчас в основном такое есть засилие электроники, да, и, может быть, вы знаете, что на колокольнях ставят электронного звонаря повсеместно. Так вот, мы считаем, что не электроника должна быть в церкви, а люди. В звоннице храма Воскресения Христова сегодня весь свет звонарного братства России. Приехали мастера из 3 десятков регионов. Василий Уганченко, 25. Искусство колокольного звона освоил самостоятельно. Собирал это все по, так скажем, видеозаписям, аудиозаписям. Вот, слушал это все на слух, воспринимал. И рядом с нашим, так сказать, вот в городе, где я живу, в Муроме, были храмы, много колоколен и звонов, и это на меня как-то вот повлияло. Поделиться своей неповторимой манерой исполнения приехала и делегация из Беларуси.
Мне очень нравится здесь звонить, и каждый раз ты находишь что-то новое, какие-то новые рисунки, никогда не может быть одинаково, и это чудесно, потому что это каждый раз какое-то вдохновение, импровизация. Соборная площадь Алексеевска собрала 1000 человек. Всем гостям фестиваля приветствие от Рустама Минниханова передал Виктор Демидов. Наравне с другими национально-культурными и религиозными праздниками и фестивалями, проводимыми в Татарстане, Алексеевские перезвоны демонстрируют взаимоуважение к традициям и обычаям разных народов, проживающих в республике. Особую актуальность это приобретает в год семьи, объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. За 22 года фестиваль колокольного звона стал визитной карточкой Алексеевского района. Основная его миссия – это сохранение, в дальнейшем развитии православной культуры. Звонарь, звоня, он обращается к Всевышнему, к Богу, и это искусство мы не должны потерять, должны развивать. У нас в настоящее время в Алексеевске действует школа по звонарному искусству, ходит наша молодежь. Мелодиями на фестивале наполнена и ярмарка народных ремесел. На прилавках эксклюзив ручной работы. Прилетела с Дальнего Востока, с Камчатки, с города Петропавловск-Камчатский. К сожалению, у меня не было в прошлые года, я тут первый раз. Колокольный звон, он чем хорош, он всегда разный. И вот мы слушаем, что было непосредственно на сцене и что здесь, они все разные. Уже не первый год фестиваль проходит и за пределами района. Завтра перезвоны разольются в Чистополе. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алексеевский район. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. До встречи.